Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Сегодня 10-я Джумада Ат-Тани 1432 года по хиджре, мусульманскому летоисчислению. Мы неоднократно рассказывали вам о традициях и обычаях народов России, исповедующих ислам. Наш ставропольский корреспондент Анита Литвинова приглашает всех зрителей программы «Мусульмане» в Ногайскую степь. Народ, о котором мы поведем рассказ сегодня, один из древнейших обитателей Кавказа. Это ногайцы. Кто они, когда пришли на Кавказ и как живут сейчас, узнаем. Засушливые степи Северного Кавказа в междуречье Терека и Кумы уже почти полтысячелетия родной дом для ногайцев, а когда-то территория их кочевий простиралась намного шире. Предки ногайцев – тюркские племена половцев, агузов, монголов-мангитов. Само слово «ногайц» пошло от имени золотоордынского хана Ногая, который жил в XIII веке. Более широкое распространение это название получает при сыне Ногая, хане Эйдигее. Тогда Золотая Орда распалась, и из нее выделилась Ногайская Орда, которая стала самостоятельным государством. Первые сведения о появлении ногайцев в северокавказских степях, в том числе низовьях Терека и Сулака, относятся к концу XV века. Но внутренние распри уже в XVI веке значительно ослабляют большое и сильное государство, и грозная Ногайская Орда распадается на две – большую и малую. Восточные районы Северного Кавказа были освоены выходцами из Малой Орды, а низовья Сулака и Терека – из Большой Орды. В Нефтекумском районе Ставропольского края находится 18 аулов. Вообще в России около 90 тысяч ногайцев. Они сумели сохранить обычаи и веру предков. По канонам ислама здесь отмечают не только Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, но и национальные и даже светские праздники. Ранним утром мужчины отправляются в мечеть, а женщины готовят праздничный обед. Основные блюда – свежая баранина и шурпа. Перед тем, как приступить к трапезе, общая молитва. Затем мужчины в сопровождении муллы отправляются на кладбище, помянуть своих родных и близких, а после навещают соседей. Угощение готовится в каждом доме. Нельзя обидеть друзей, родных, знакомых, старейшин и не зайти с поздравлениями в гости. Когда наступает пора народных гуляний, по обычаю всадник объезжает улицы аула, громко оповещая жителей о начале торжества.